Мы очень рады, что вы сегодня нашли время, чтобы прийти и поприветствовать наших авторов. Маргариту Георгиевну Зимину, поэта, автора нескольких поэтических сборников, члена Союза профессиональных литераторов России, заслуженного учителя Удмуртской республики. Судьба Маргариты Георгиевны связана с такими городами Удмуртии, как Можга, Грахово, Камбарка и Ижевск. И второй автор Наталья Геннадьевна Медведева, доктор филологических наук, профессор, автор многочисленных монографий, посвященных творчеству Иосифа Бродского, Ольги Седоковой и других современных поэтов, почетный работник высшего образования России. Жизнь связала Наталью Геннадьевну с Саратовым, Ижевском и Москвой. Сегодня мы представляем две биографические книги. Книгу «Наблюдатель» Маргариты Зиминой и книгу «Кроме неудачи» Натальи Геннадьевны Медведевой. Эти две книги объединены темой памяти. Среди муз, рожденных в священном браке богини памяти Немазины и главного бога олимпийского пантеона, Клео – это муза истории. И сегодня становится все более и более понятно, что подлинная история выстраивается не на генеральных путях, поскольку это история миф, а складывается благодаря многочисленным частным свидетельствам, которые обладают большей подлинностью, нежели конструируемая официальной властью история. И книги наших авторов – это как раз частные истории. Маргарита Зимина обратилась к дневникам Сергея Трофимовича Грахова, человека малоизвестного, наверное, из тех, кого русская литература называет маленькими людьми. Но этот человек, выходец из крестьянской среды, на протяжении всей своей жизни вел дневник. Этот дневник попал в руки Маргариты Георгиевны, и она написала, на мой взгляд, очень необычную книгу. Это книга и о Сергее Трофимовиче, и в какой-то степени о нашей с вами истории, и о ней самой, поскольку автор всегда присутствует в своем труде. Наталья Геннадьевна Медведева написала, казалось бы, маленькую повесть, которая обращена к событиям, произошедшим с ней лично, хотя эта книга причудливым образом переплетает реальные факты и вымысел, на которые автор, конечно же, имеет всегда право. Тем более, что прошлое – это не объективная реальность. Вот как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так нельзя дважды посмотреть на то, что было с нами. Оно изменяется вместе с нашим взглядом, и книга Натальи Геннадьевны удивительным образом показывает изменение этого взгляда. Записанное и зафиксированное слово по-прежнему остается единственным условием сохранения культуры и сохранением человеческой памяти. И в каком-то смысле это слово сродни случайным снимкам, фотоснимкам, которые тоже удерживают моменты прошлого. И сегодня мы начнем нашу презентацию с видеозаписи песни Сергея Жилина «Мальчик, снимающий город». Мальчик, снимающий город, улицы, парки, людей, шарфиком кутает горло, а он на ветру площадей. Город сквозь свой частный сектор, в камне лишь центр тазовод, чувствуя важность объекта, а он объектив
каждый дом и барак. Вот пароход красный сплавщик, красный полощется флаг. Время идет только мальчик, не постареет никак. Щук пароходик отчалил, щук это мы на ходу, в радости или печали в 60-м году. Нет бы нам остановиться, в город смотреться свой дом, а мы все листаем страницы, крутим немое кино. Вечен маршрут и беспечен, город, завод или дом. Что же мне плакать нечем, если листаю альбом? Щук пароходик отчалил, щук это мы на бегу, в радости или печали вспомнить никак не могу. Щук пароходик отчалил, щук это мы на бегу, в радости или печали вспомнить никак не могу. Вспомнить никак не могу, вспомнить никак не могу. Мы предоставим слово Сергею, но чуть позднее. А сейчас мне хотелось бы буквально 2-3 мазками охарактеризовать эти книги. Но прежде чем я это сделаю, мы предоставим слово самим авторам. Маргарита Георгиевна сегодня не смогла приехать, но она сказала о своей книге, мы с ней связывались по телефону, и, пожалуйста, небольшое высказывание. 3 года тому назад мне в руки попал уникальный архив моего земляка Сергея Трофимовича Графова, бухгалтера по специальности, который всю свою жизнь вел дневники. Архив был огромный, 21 общая тетрадь. Сергей Трофимович Графов родился в 1901 году, умер в 1966. Следовательно, в дневниках отражена в основном первая половина 20 века. Между мной и автором дневников почти разницы. За 17 лет прожили мы с ним в одном селе и даже в соседних домах. Он пишет, ни разу не встретился. Встреча произошла спустя полвека после смерти Сергея Трофимовича посредством вот этих самых дневников и явилась толчком к написанию книги «Наблюдатель». Если попытаться посмотреть на свою книжку со стороны, то она представляется мне шкатулкой с двойным дном и многочисленными ящичками внутри. Во-первых, в ней 2 автора. Первый сам Сергей Трофимович, а второй я сама. Книгу я назвала «Наблюдатель», но один из читателей мне написал, а наблюдателей-то здесь 2. Прочитав дневники, я долго думала, что мне с ними делать. Ну, обидно за человека, который всю жизнь вел летопись родного села и летопись жизни собственной, но семейство едва не выкинуло его архив на помойку. Публиковать дневники целиком не представляется возможность, потому что они очень многословные, и основное у них это мелочи быта. А читать-то никто не будет. Уже стали крохотные картинки того, что можно назвать исторической правдой. Ведь автор — ровесник века, и был свидетелем либо участников гражданской войны, коллективизации, Отечественной войны, всех знаковых событий 20 века. Эта история, как она есть, еще не причесанная, не приглаженная, не притолкованная, как принято говорить, не сфальсифицированная ни с какой стороны. Увиденное глазами выходцы из крестьянской среды. Это уникальный исторический документ. Я начала вписывать то, что представляло исторически интересно. И из этих выписок начал появляться некий план,
который составил будущую книжку. На задней странице обложки помещено стихотворение, в котором в данном виде которое представляет собой краткое содержание книги. Надо сказать, что стихов я уже не пишу, время прошло, но тут очень буквально вытек из меня это стихотворение, что само по себе знаменательно. Вот так мы и пошли вместе с Сергеем Чурака в руку по страницам книги. Некоторые занудства автора я пытаюсь смягчить своими комментариями, порой лирическими, порой ироническими, порой полемическими. Что из этого получилось, судить читателям. И сейчас мы предоставляем слово еще одному автору, Наталье Геннадьевне Медведевой. Книга «Кроме неудачи». Добрый день. Спасибо, что пришли. Очень рада всех вас видеть. Как известно, существуют книги воспоминаний в очень разнообразных формах. Это и автобиографии, и исторические книги, и мемуарного характера тексты. Но в основе своей все они так или иначе служат мнемозине, то есть памяти. Вот об этом Татьяна Вячеславовна начала говорить. И здесь я хочу процитировать Владимира Набокова, который свою автобиографическую книгу закончил такой фразой: «Все однажды увиденное не вернется в хаос никогда». То есть то, что удалось запечатлеть на бумаге, на фотоснимке, в каких-то живописных, может быть, жанрах, все это остается с нами. И в этом смысле память, как мы понимаем, это антагонист времени. Вот этот очень драматический антагонизм осознан был чрезвычайно давно, еще Эсхил об этом стал писать, да, собственно, и в мифах до Эсхила Хронос пожирал своих детей, и река времен в своем стремлении все уносит. Поэтому задача мемуарных текстов, лучше всего была определена, как мне кажется, Марселем Прустом, названием его эпопеи «В поисках утраченного времени». Вот этому, собственно говоря, посвящена в том числе и моя маленькая книжка. Она начинается в очень традиционной форме воспоминаний о детстве. В основе таких воспоминаний очень часто, не всегда, но очень часто, лежат известные архетипы Золотого века и изгнания из рая. Отсюда идеализация, ретуширование каких-то драматических, теневых сторон, которые, несомненно, существовали. Мне хотелось прежде всего воссоздать тот образ жизни, который прожили мои бабушки, то есть то поколение, которое уже ушло от нас, воспоминания о котором хотелось бы сохранить какую-то память о том,
безмятежном, как казалось, существовании, в гармонии с природой, в гармонии друг с другом. Во-вторых, мне хотелось хоть как-то воссоздать образы, портреты моих ушедших, тех людей, которых я любила с детства, среди которых я росла и воспитывалась. Вот когда пишешь о прошлом, понятное дело, в повествование вкрадываются разного рода неточности, несовпадения с реальными событиями историческими. Так и у меня получилось. Я не стремилась к документальности, не стремилась к документальной точности, а писала изнутри той картины мира, в которой жила вот моя героиня автобиографическая. Кроме того, мы всегда учитываем тот факт, что форма повествования от первого лица, Эйхертелем, провоцирует читателя, далекого от филологии, к отождествлению этого персонажа с автором. Тут еще хочу привести одну цитату. У Бродского есть стихотворение «Памяти Т.Б», инициалы. Оно посвящено малознакомой девушке, утонувшей на купании в Финском заливе. И вот там такие слова есть. «Плачу, вернее пишу, что плачу, что слезы льются». То есть всегда есть дистанция между «я», который пишет, и «я», который фигурирует в тексте. Ну и кроме того, я себе позволила прежде всего или больше всего в последней главке вообще отступить от такого личностного взгляда на описываемый мир. И моя героиня-рассказчица от меня отделилась. Мое домашнее прозвище Нюша обрело законную полную форму. Нюша — это все-таки вариант сокращенный другого имени. И таким образом вот получилось взаимопроникновение вымысла и каких-то автобиографических фактов, что, мне кажется, очень хорошо иллюстрируется прекрасной картиной бельгийского художника Рене Магритта. За оформление этой книги моя особая благодарность Ирине Геннадьевне. Как всегда, прекрасная работа. И я хочу поблагодарить тех людей, которые помогали мне, вот в частности, работали в архивах. Это прежде всего Татьяна Борисовна Пеганова, Сергей Алексеевич Жилин. Хотя я не всегда воспользовалась этим в тексте, их сведениями, но для меня это были бесценные совершенно подарки, чтобы я больше узнала о своей семье. Ну и, наконец, спасибо вам всем за внимание. Для библиотеки.
Я буквально намечу несколько точек соприкосновения между такими разными авторами, как Наталья Геннадьевна Медведева и Маргарита Георгиевна Зимина. Когда я читала эти две книги, я еще раз оценила высказывание Достоевского о том, что все люди связаны между собой невидимыми связями. То есть нам только кажется, что этих связей нет. Наталья Геннадьевна и Маргарита Зимина, наверное, никогда не встречались друг с другом, а если и видели друг друга, то на расстоянии. И тем не менее в этих книгах отражен поколенческий взгляд, взгляд, который скреплен единством времени, потому что авторам приблизительно одинаковое количество лет. Для себя я наметила несколько тем, которые проходят через эти две книги, переплетаются, дополняют друг друга. Во-первых, это очень важная тема маленького или частного человека. Когда Маргарита Зимина начинает свою книгу, прежде всего она говорит о том, что ее герой – человек маленький. Вот что называется пунктиром, краткая биография нашего героя. Из нее видно, что героем он ни в коем смысле не был, не участвовал, не состоял, не привлекался, жизнь прожил тихую и для постороннего глаза незаметную. Если за что и боролся, так только за собственное маленькое место под солнцем. Но зато он написал дневник. Наталья Геннадьевна всегда, насколько я знаю, говорила о себе как о человеке частном. И это была, конечно, в первую очередь цитата из того поэта, которым она занималась на протяжении всей своей жизни, Иосифа Бродского. Для человека частного, и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтение этому довольно далеко, и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Вот Наталья Геннадьевна постоянно говорит во всех своих статьях об этой особой позиции человека, который в конечном итоге тоже оказывается наблюдателем или созерцателем. Далее. Вторая особенность, которая соединяет эти книги, это любовь к деталям. А вот когда Борис Пастернак писал в одном из своих стихотворений: «Ты знаешь, кто велит? Всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна». Вот эти подробности пронизывают два повествования, и, на мой взгляд, в этом особая прелесть рассказа и, самое главное, значимость этого рассказа. Отрывок из дневника маленького человека. 9 марта 1949 год. Среда. Встал в 7 часов 15 минут утра, а М часов в 5 утра. Завтракал суп и чай. В обед суп мясной и картофель с салом. Ужин суп, картофель с салом и чай. В конторе приготовил тетрадь по выпуску. Бумаг дал, говорил по телефону с поселка. Брился в 6 часов вечера. Фрагмент из книги Натальи Геннадьевны. Конечно, принципы повествования здесь совершенно различны, но посмотрите, как детали прошлого, маленькие, незаметные, казалось бы, очень незначительные, проникают в рассказ и, собственно, формируют то, что мы называем маленькой и большой историей. Описание дома, Сарапова, того золотого рая, о котором Наталья Геннадьевна нам уже только что сказала. Вся мебель в большой комнате была резная, тяжелая, обитая потертым красным бархатом. Диван в виде 3 соединенных стульев с ухабами
простите, от вылезших пружин. Такие же, некогда, видимо, очень красивые кресла и стулья. Были еще венские стулья для удобства, поскольку на бархатных сидеть было низковато. Огромный стол на толстых круглых ногах был покрыт тоже бархатной, нарядной, красно-зеленой скатертью. И во главе его стоял самовар, в раннем моем детстве топившийся сосновыми шишками. Вот, поверьте мне, эти незначительные подробности, наверное, и являются сутью нашей жизни. И в том, что мы однажды увидели, то, что мы однажды вспомнили, действительно противостоит хаосу. И последнее. Я думаю, что любой пишущий всегда отвечает на главный вопрос – как жить? И его книги – это формы времени и формы понимания жизни. Не случайно Маргарита Георгиевна Зимина передала Граковскому музею бесценный дар. Это письма учителя Дмитрия Михайловича Ярцева к Льву Николаевичу Толстого. Переписка двух людей, одного не совсем известного, а другого всемирно известного. Итак, Дмитрий Михайлович Ярцев. Как нам жить? Как надо достигать того, чтобы всем было лучше, веселей, радостней? Посылаю вам эти книги, написал ему Лев Николаевич Толстой. Короткий же ответ таков: увеличивать в себе любовь. Достигается же это увеличение подавлением, уменьшением любви к самому себе. Вот, на мой взгляд, обе книги – это книги в первую очередь о любви, о том свете, который всегда имеется в жизни, несмотря на неудачи, которые тоже человеческую жизнь сопровождают. И сейчас более подробно об образах рассказчиц в этих книгах скажет доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы и теории литературы Елена Алексеевна Подшивалова. Спасибо, Татьяна. Действительно, есть смысл поговорить прежде всего о тому, кто пишет об образе рассказчиц и в том, и в другом тексте. Уже звучало сегодня неоднократно понятие «маленький человек». И правильно сделала Татьяна Вячеславовна, что разделила маленький человек и частный человек. Дело в том, что обе рассказчицы принадлежат одновременно двум парадигмам. Парадигме жизни обычной, бытовой, частной и парадигме жизни общей, общекультурной. В этом смысле рассказчица в книге Зиминой и рассказчица в книге Натальи Геннадьевны выпускницы филфака, люди, для которых книга с самых ранних лет становится тем пространством жизни, которое не обязательно является противовесом бытовой реальности, но которая всегда приподнимает человека над бытовой реальностью. Но структура книги Зиминой усложнена, потому что перед нами не рассказ в рассказе, а рассказ о рассказе. Рассказчица говорит о рассказчике. И вот много мы встречаем воплощения модели «рассказ в рассказе», но достаточно редко бывают художественные тексты, где есть рассказ о рассказчике. И в обеих текстах, извините, в обоих текстах обе рассказчицы пользуются вот этим понятием «маленький человек». Однако для Натальи Геннадьевны маленький человек, для рассказчицы, вернее, в книге Натальи Геннадьевны маленький человек – это мое «я»,
А для рассказчицы в книге Зиминой маленький человек – это тот, о ком я размышляю, тот, кого я наблюдаю по его слову, по его тексту. И поэтому само это понятие, оно как бы схвачено двойным зрением, двойным фокусом. У Натальи Геннадьевны, которая размышляет о том, сейчас я просто-напросто процитирую, рассказчица пишет, как жить обыкновенному маленькому человеку, на чью долю выпадает несоразмерное ему большое горе. И эта несоразмерность определяет сущность его земного бытия. Понятие «маленький человек» – это человек, не наделенный большим талантом, способным на основании своего жизненного опыта создать картину или титаническое музыкальное произведение, или роман, в котором бы твоя жизнь вошла в вечность и тем самым обрела бы какой-то смысл. Для Зиминой маленький человек, извините, я буду иногда накладывать эти понятия, но понятно, что для рассказчицы у Зиминой маленький человек оказывается совсем другим. Маленький человек вышел из крестьянской среды и стремился из нее вырваться. Но этот маленький человек, который благодаря дневниковым записям желает вырваться из крестьянской семьи, он оказывается все-таки более тесно, более кровно с ней связан, нежели он связан с культурой, с общечеловеческими ценностями и с большим временем человеческой цивилизации. Его слово, обращает внимание рассказчица у Зиминой, так или иначе почерпнуто из прочитанного, а диапазон чтения достаточно широк. Тут и Чехов, и Достоевский, и, в принципе, вся русская классика, в гораздо меньшей степени западноевропейская литература. Но читать литературу, быть читателем и даже в стремлении каким-то образом спроецировать на себя свой читательский опыт еще не значит возможность для человека реализации в духовной сфере. И вот рассказчица у Зиминой как раз очень хорошо и четко дифференцирует эти понятия. Способность жить в парадигме духовного зрения, духовного знания, культуры, философии. И при всем стремлении к этому все-таки оставаться в пространстве земного мира, в пространстве земных забот. Время и пространство присутствовали в его записях. Отсутствовала любовь, надежда и вера. Автор дневников – человек начитанный, но не духовный. И вот рассказчица у Зиминой рассматривает эту трагедию человека, когда он при всей своей любви к литературе, при всей своей начитанности все-таки оказывается без вот этого выпрямительного вздоха, без возможности подняться над своей судьбой, без возможности подняться над своей жизнью, а оказываться внутри быта, который, собственно, и убивает его.
Еще одна небольшая цитата. Дневник написал маленький человек, выходец из крестьянской среды, стремившийся из него вырваться. Начитанный человек, знакомый с дневниками Толстого, стремящийся к самонаблюдению и самосовершенствованию, пишет для себя, чтобы удержать жизнь. Душа его трепыхалась в желании оторваться от земли, но борьба за кусок хлеба, страх перед властью, казенный материализм новой жизни придавливали его к земле, и он хватался за свой дневник, как за соломинку. И вот это, мне кажется, очень важный момент, который высказан в книге. Почему? Потому что эту трагедию может переживать каждый. Это трагедия не просто человека, вышедшего из крестьянской среды, но это трагедия, к сожалению, многих наших соотечественников, живущих в 20 веке, которых вот эта тяжесть недоброй жизни не отпускает и не позволяет высвободить свое внутреннее «я» и жить по законам Духа. И вот Татьяна Вячеславовна уже упоминала о том, как в тексте книги Натальи Геннадьевны воплощается или фигурирует, лучше сказать, сема любви. Сема любви становится, она многогранна. С одной стороны, это любовь вот к тому маленькому герметичному миру, в котором ты живешь, начиная с бессознательного времени существования. Любовь к своим бабушкам, любовь к матери и отцу, любовь к дому, любовь к саду. Но из этой любви в книжке возникает другая любовь. Любовь к книге, любовь к слову, любовь к дереву. Почему я выделяю вот это понятие дерева? Не потому что оно ассоциативно связано с центром бытия, с древом, которое есть модель Вселенной. Но любовь к дереву – это уже иная любовь, чем любовь к матери или к бабушке. Любовь к дереву – это ощущение себя не внутри семьи, а внутри как раз вот того природного мира, который человек может доверительным зрением созерцать только в те мгновения, когда он оказывается больше своей маленькой жизни и больше своей судьбы. И поэтому любовь к дереву, она, по сути дела, оказывается сродни любви к книге. Затем любовь к книге трансформируется в любовь к профессии. И любовь, извините, пожалуйста, к тем текстам, которые отобраны из большой культуры слова, освоены, приложены к собственной жизни, и в их перспективе, помимо осмысления, так или иначе начинает выстраиваться своя собственная жизнь еще задолго до написания воспоминаний, я так понимаю. К сожалению, автор дневников такого опыта не имел. Он лишен такого опыта не потому, что он человек, ну так сказать,
менее талантлив или менее перспективен, я имею в виду как человек, отнюдь нет. Но сама судьба не дала ему такой возможности. Он, безусловно, мог получить образование, он, безусловно, имел возможность другой судьбы, простите. Но этого не случилось. Этого не случилось, и это трагедия человека. Вот то большое где-то в нем живет, но корку маленького оно так и не может до конца преодолеть. Из яйца не вылупилась, не взлетела птица. И это трагедия человека, которую Зимина увидела и которую она очень точно описала и проанализировала. Таким образом, два рассказчика, рассказчица в книге Натальи Геннадьевны и рассказчик, маленький человек в книге Зиминой, эти два рассказчика, которые одна себя называет маленьким человеком, а другого называют маленьким человеком другой человек, вот эти два рассказчика, по сути дела, решают один и тот же вопрос. В чем смысл моей жизни? Что в конечном итоге? Какой ее результат? Для чего? И рассказчик в дневниках, он постоянно мучается тем, что некому высказать, кроме бумаги. Вот он пытается с женой поговорить, но жена его не понимает. На работе подозрительно смотрят от того, что он что-то записывает, а сами понимаете, какое время. И на него, вернее, и все видят в нем доносчика. Возникают сложные отношения между членами коллектива. И хорошо, что устроители сегодняшнего вечера соединили эти два текста, потому что получается, что мы вот проблему смысла человеческой частной жизни через эти два текста видим как раз с двух точек зрения. С точки зрения маленького человека, но имеющего духовные крылья, и с точки зрения маленького человека, у которого они не могут никак прорасти, он ничего не может сделать, чтобы ими обладать. И вот еще мне хотелось бы обратить внимание на то, что у рассказчиц, я имею в виду теперь уже рассказчицу в книге Натальи Геннадьевны и рассказчицу в книге Зиминой, у рассказчиц есть своя судьба. Не та только судьба, которая рассказана и передана в сюжете, но у рассказчиц есть своя эмоциональная линия, эмоциональный сюжет. И вот образ рассказчицы в книге Натальи Геннадьевны таков, что перед нами не столько рассказчик, которого мы привыкли видеть в прозаическом тексте, сколько рассказчик, которого мы привыкли ощущать в тексте лирическом. Потому что эмоциональная напряженность этого текста очень сильная. И вот именно текст в себя читательское внимание впитывает своей эмоциональной напряженностью. Но напряженностью не драматической, а как раз напряженностью, создающей гармонию. И таким образом в тексте выстраивается лирический сюжет. Динамика эмоций, динамика мыслей и димика чувства. И вот можно выделить узловые эмоционально смысловые образы, которые как раз и двигают это
этот сюжет. Я уже сказала о том, что очень глубоким и разнообразным содержанием имеет в книге Натальи Геннадьевны понятие «любовь». Наряду с понятием любви мы можем вычленить такие понятия, как свет. И вот Наталья Геннадьевна и Татьяна Вячеславовна уже говорили о образе детства как рая. Ну, естественно, тут много аллюзий, особенно на автобиографическую прозу наших классиков. И Наталья Геннадьевна описывает детство как летний день, не просто как образ рая, но как летний день. И, естественно, первое, что вспоминается, это пастернаковский летний день, потому что для Пастернака из всех сезонов лето всегда выделяется как жизнь. Лето – аналог жизни. Жизнь может быть и зимой, и осенью, и весной. Весна работница, помните, да? Но полнота жизни ощущается у Пастернака и переживается у Пастернака всегда в сезон лета. И вот «И дольше века длится день» у Натальи Геннадьевны тоже в летний период, в летний день как жизнь. Я больше всего любила лежать на траве, глядя, как в вышине качаются под ветерком их, то есть берез, тонкие стволы. И мы опять невольно вспоминаем стихотворение «Сосны» Пастернака. Далее. Летний день, он, безусловно, вводит в текст понятие света и тепла. До сих пор свет того дня, как многих-многих других, согревает душу. И вот это понятие свет в разных модификациях все время возникает в тексте. Окно выходило на сараи, причем за ними это уже не домашняя, вернее, не сарапульская жизнь, а городская. Городская, многоквартирная, с соседями, там уже нет рая. Но окно выходило на сараи, причем за ними прилепился какой-то амбар, железная крыша которого закрывала почти все небо. Но я все равно ухитрялась видеть и здесь особые радости. Полоску звездного неба, например, или ранним летним утром солнечные блики на сараях, отраженные обращенными на восток окнами. Далее возникнет медовый свет от верхнего абажура. И вот понятие света, оно далее трансформируется в образ звезды. И звезда присутствует тоже как часть небесного свода, как небесное светило, звезда, смотреть в звездное небо, вот то, что тоже становится объектом любви. Сижу за шторой на подоконнике, здесь вроде нет звезды, а улица, но вот само понятие «сижу за шторой на подоконнике», оно так или иначе нас все равно, наше восприятие, продвигает к звездному небу. И вместе с понятием звезды, то есть вот девочка любит созерцать звезду как часть небесного света, но вместе с понятием звезды в жизнь маленькой девочки входит и космос. И космос – это не физическое явление, а космос оказывается явлением духовным. Почему? Потому что он связан с любимой фантастикой, потому что он связан и с космогоническим, а не только бытовым восприятием жизни. Как блестел снег под фонарями, какими великолепными коврами лежал, как в морозные дни тянулись к небу розовые дымы от топящихся печек, как горят созвездия.
над нашими улицами и домиками, над бедным нашим бытом. Вот эти, вернее, система вот этих символов, и в то же время для каждого человека система этих многомерных, многозначных понятий как раз и составляет надбытовой план жизни рассказчицы и надбытовой план повествования. И далее особое место в книге, сейчас я скоро закончу, Татьяна Вячеславовна, еще одну секунду, особое место занимает и слово. Причем слово также позицию рассказчицы Натальи Геннадьевны, вернее не позицию, а саму жизненную роль воплощает в разных ракурсах. Слово – это та субъектная сфера, которая воздействует на личность из книги. Но слово – это и то, чем умею оперировать я, и умею оперировать с детства. Поэтому слово это, в тексте – это и сочинение сказок в раннем возрасте, и способность пересказывать сказки подругам. Это сочинение сказок для сына, сочинение романа в средней, нет, не в средней, наверное, начальной я уже забыла. Да, где-то на грани средней и начальной, в средней школе. Но и, наконец, слово – это подготовка к лекциям. Слово – это и способность высказать себя в лекционном слове, в лекционном жанре, как в особой сфере самореализации. Речи мои текли, как у Шахерезады. У Зиминой тоже, да, и у Натальи Геннадьевны еще есть внимание к слову бабушек, которое уже как бы вне нашего современного языка. Но у Маргариты Зиминой мы тоже сталкиваемся с вниманием к слову. И вот это внимание к слову, оно тоже пронизывает весь текст. Но это характеризует рассказчицу, но не рассказчика. Видим дистанцию. И завершая, хочу... Ой, нет, забыла мысли, ладно, не буду. Вы нам прочитали просто доклад научный по образам рассказчиков. Спасибо огромное за ваш интеллектуальный труд. А сейчас я хочу представить вам еще один взгляд, мужской. Это Виктор Иванович Чулков, который долгие годы заведовал нашей кафедрой истории русской литературы. И так сегодня получилось, что наша встреча соединила тех людей, которые не виделись долго-долго. Приехал методист нашей кафедры. Виктор Иванович, пожалуйста, вам слово. У меня вообще сегодня день, посвященный памяти. С утра я встречался с директором завода «Купол». Мы с ним книгу делали, и он вспоминал о своей молодости, о том, как он служил на флоте, как он становился в своей профессии и так далее. Потом я поехал открывать вместе с другими памятную доску, посвященную, или доску, как правильно, посвященную 70-летию Волкова. Сейчас вот с Людмилой Анатольевной встретился с вами, купаюсь, что называется, в прошлом. Поскольку я уже так далек от филологического мира, и язык у меня уже немножко другой,
я пытался тут на филологических языках поговорить, уже не получается, уже как, с каким-то таким диким акцентом это все произносится, что я понял, лучше уже не обращаться. Поэтому я на своем, на родном выскажусь. Что общего у обеих книг, и у трех авторов, так получается, что у нас две книги, 3 автора, это Плюшкин. Вот одна из особенностей господина Плюшкина, вернее, у него две особенности, и они имеют отношение к нашему сегодняшнему разговору. Первое, это то, что самый возрастной герой «Мертвых душ», и то, что он очень внимателен к частностям, к деталям, к фрагментам, к эпизодам, к кусочкам жизни, которые с точки зрения другого жизненного опыта, которые с точки зрения другого менталитета там, и так далее, кажутся мусором, ничем не нужным и так далее. А для него это не кусочки жизни, вернее, это не осколки жизни, а фрагменты бытия, осмысленные как нечто совершенно целое, единое, целое, только по той простой причине, что, как совершенно замечательно говорил об этом Топоров, Бог, создав человека, передал ему часть своих тварных функций. И человек эту часть божественных функций воплощает в предметах, вещах и так далее. И тогда внимание обоих наших, всех 3 авторов к этим фрагментам, к этим осколкам, попытка слепить из них, вот восстановить из них этот духовный мир, это и есть попытка пересотворения однажды сотворенного. В современной философии вообще есть такая мысль о том, что в истории принадлежит и в истории существует, и смысл обретает только то, что творится дважды. Нужно было сначала сотворить мир, а потом сотворить Иисуса Христа и все, что с ним там произошло, чтобы мир включился в исторический процесс, то есть в процесс своего осмысления, своего освоения, своего претворения и передачи каждому новому поколению, каждому очередному человеку вот этой толики тварности, того, что принципиально отличает нас от всего остального мира. Нам досталось это счастье, и вот это счастье дано было воплотить нашим 3 авторам. Я не думаю, что вот я бы не стал драматизировать судьбу героя книги Зиминой по одной причине, потому что вот у наших 3 авторов есть еще одна такая, вот тут уже разница, но тоже как бы некая две точки отсчета, которые связаны между собой. Понимаете, в чем дело? Вот герой Зиминой – это человек, не то чтобы вот не вылупившийся из яйца, а на мой взгляд, это человек, который в силу не только образования, не только воспитания и так далее, а еще и в силу возраста, в силу той перспективы жизненной, которая ему открывается, он еще не в состоянии, он еще не может, и он еще и не хочет остановиться и взглянуть в ретроспективу. Он фиксирует сегодняшний день, который ему интересен, который ему важен и так далее, видимо, в какой-то подсознательной надежде, что потом, когда это все соберется в некий, опять же, вот в этот плюшкинский, что называется, пантеон вещей, он тогда из них и слепит этот свой мир и объединит его чем-то его свяжет и так далее. А вот то, что делает Наталья Геннадьевна, это вот то, чего не успел сделать герой книги Зиминой, это та самая ретроспектива, в которой я хочу немножко, Наталья Геннадьевна, с вами поспорить, со временем борется не память, со временем борется смысл. Вот вы сказали о том, что вам очень сильно помогли краеведы, которые восстанавливали подлинные факты, подлинные даты и так далее, и так далее. А я обращу ваше внимание на другую сторону этого момента.
обратите внимание на то, как сейчас, какие баталии у нас разворачиваются в нашем обществе вокруг истории, памяти, как это, фальсификации истории, не фальсификации, было, не было, когда было, и так далее, и так далее. Но дело в том, что вот здесь встречается как бы опять же два взгляда. Вот героя Зиминой, которому обязательно надо пометить: 7 часов 40 минут встал, 7 часов 45 минут умылся. И это взгляд, так скажем, не просто фиксирующий, а это взгляд, у которого есть вот протяженности, что называется. Другой взгляд – это взгляд, когда тебе уже безразличны или несущественны, второстепенны конкретные даты, конкретные цифры, конкретные факты и так далее, когда ты из прожитого вынимаешь и соединяешь смыслы, когда ты связываешь вот этот набор фактов, который дает нам совершенно замечательно наш герой Зиминой, когда ты их связываешь смыслами, все второстепенное улетучивается, все второстепенное уходит, и остается то главное, что по твоим представлениям объединяет твою жизнь, что превращает ее в судьбу, что превращает ее в тот смысл, который, как тебе кажется, и есть твое предназначение. Вот. Спасибо. Спасибо. Книги Маргариты Георгиевны Зиминой и Натальи Геннадьевны Медведевой вписываются в то, что сегодня мы называем геопоэтикой или провинциальным текстом. Это еще и разговор о нашей провинциальной литературе и о ее возможности стать частью какого-то гораздо большего целого. И сейчас мы с вами обратимся к небольшому фильму, подготовленному, точнее, один из авторов этого фильма, Сергей Алексеевич Жилин, поэт, краевед, человек, который очень много сделал и для провинциальной культуры, и для региональной истории. Мы посмотрим фрагмент этого фильма, потому что Сергей Алексеевич его сократил. Обращение к Камбарке, где долгое время живет и работает Маргарита Георгиевна Зимина. У каждого населенного пункта своя история. Граховская, полна поэзии и мифологии. Все и так, и немного не так. Казалось бы, 2 прошедших века способны вместить в себя лишь 3 обычных человеческих жизни. Если бы не войны, революции, раскулачивание, коллективизация, административные и политические реформы. Одних разбросало ветром Грозного 20 века по всему земному шару, другие давно легли в Граховскую землю. А в селе Грахово продолжает нарождаться новое поколение. И если человек ведет свое родословие от Адама, то вся 2-вековая история села Грахово напрямую связана с речкой Адам, в обиходной речи, чаще называемой Адамкой. Вторая половина 20-го столетия сегодня многими вспоминается светло. Жизнь налаживалась, снижали цены, строились, рожали детей. Опять же, колхозники избавились от крепостной зависимости и получили паспорта. На райцентр так или иначе ориентировались все окрестные деревни. Кто из старшего поколения не помнит базарные дни по пятницам? Запечатлены они и в строчках поэта Маргариты Зиминой, чья судьба неизбывно связана с судьбой Грахова. Многолюдные полны базары. Воскресенье, солнечный день, как на праздник, марийцы, татары из окрестных идут деревень. Вавилонское столпотворение всех наречий и говоров пир. Этот радостный, но удивление, в красный ситец обряженный мир.
вспоминается известного художника Григория Чайникова в стихах граховских поэтов. Сначала на погост, причина веская, уже давно на кладбище родном лежит редком вся улица Советская, мой некогда гостеприимный дом. Время летит со страшной силой. Математики говорят, что какой-то в этом есть закон, что сначала время течет медленно, медленно для человека, а потом начинает убыстряться, убыстряться и убыстряться. Переменилось все на самой первой Граховской улице. Новые люди обитают по старым адресам. Это раньше здесь жили семьями и кланами. Граховы, Бахматовы, Кучумовы и другие селились под новые друг дружки. Но с каждым новым витком истории Грахова менялась. Только вдумчивый, неравнодушный к судьбе своей родины человек, смотревший с давно знакомой улицы, в сегодняшних обитателей села, нет-нет, да и разглядит черты минувшего былого. Да полно, минувшего ли? Речка Адамка, да речка Январка, зимами холодно, летом не жарко, все же кому-то родные места. Их рыболовы сидят у моста, где за века не меняются дали, время песочком на дно оседает, или с ладони архивной трухой смыто вот этой текучей водой. Речка Январка, да речка Адамка, только на фото осталась панамка, а то, что было со мной и с тобой, вдруг обернулось нездешней судьбой. И пусть от Бога любая дорога не отыскать нам родного порога. Что же увидишь сквозь лет круговерть? Глядь, только речка знакома теперь. Речка, как речка, крутой бережочек, где-то тебя вспоминает дружочек. Лист на воде, первый лед ноября. Где-то подружка припомнит тебя. Здесь за века не меняются дали, ну а знакомых мы встретим едва ли. Только мерещится мне в простоте, что рыболовы все те же, все те. Здесь за века не меняются дали, ну а знакомых мы встретим едва ли. Только мерещится мне в простоте, что рыболовы все те. Что рыболовы все те, что рыболовы все те. Слово предоставляется Сергею Жилину. Я до сих пор, я так же, как все, говорю Зимина, хотя она меня уже не поправляет. Она мне как-то много лет назад сказала, ну как, говорит, гулим, жилим, а я-то почему Зимина, я Зимна. Ну, в общем, она уже не спорит, ее называют все Зимина, и приходится как-то смириться. Так получилось, ну, если кто не знает, я занимаюсь в основном историей, так работаю на стыке публицистики, краеведения, да всего понемножку. Для меня две эти книги, они проходят по части лирики, это несомненно. Потому что наука такая странная история, если это и наука, то очень субъективная, и вообще наука ли это. И мне кажется, именно поэтический, точнее даже лирический взгляд дает гораздо больше, чем сухие какие-то цифры, статистика, этапы жизненные и так далее. Вот те самые смыслы, те уроки, которые мы усваиваем из прошлого
из прошлого нашего, из прошлого близких людей. С этой точки зрения мне, конечно, обе книги оказались очень-очень близки. Поневоле делаешь проекцию на самого себя, на время, которое ты застал, а если не застал, то в это время жили твои близкие люди, мама, папа, бабушки, дедушки. И я хожу по городу, и не только по нашему, по тому же селу Грахово, или там по Дебелсам, где-то по Саракову, там же самое. Однажды меня угостили кубанским пирогом, таким 4-слойным, где там каша, мясо, там что-то еще, там, 4 слоя. Вот я хожу по городу, для меня вот это такой многослойный пирог. Я даже вот сейчас здесь, в этом месте нахожусь, я помню, что 22 июня 1941 года сюда, вот на это место, стекалась ижевская публика поглядеть на слона. Тут заезжий зверинец был. Ну, это понятно, что я помню, это из каких-то там источников, но это же все пропущено через себя, потому что это видели мои дедушка, бабушка и так далее. Вот что касается этого пирога, точно так же, как однажды я сидел в Сарапуле с австралийским доктором одним, но он родился в Храбине, а прадед его был каракулинским купцом, торговал Каракулина дед Сарапуля. Я спрашиваю, ну а как он в Сарапул? Он говорит, только это мне все знакомое. Я говорю, как, вы были в Сарапуле раньше? Нет, не был. А как? Так я же бегал по этим улицам. Я говорю, как бегал? Ну как, ну вот посмотрите, я состою из мамы, папы, дедушек, бабушек там, и так далее, и так далее. Если мой там дедушка бегал по этим улочкам, получается, что и я бегал тоже. С этой точки зрения мы все никогда никуда не уходим. Очень мне нравится у Сергея Семеновича Дерендяева песенка была совершенно по другому поводу. У него строчка совершенно шикарная. Никто никуда не уходит. Мы остаемся вот в этих текстах, мы остаемся в этом воздухе, в атмосфере этого города, может быть, других каких-то населенных пунктов. Все там где-то, там старые наши дома, там наши дорогие люди, там когда-то мы будем. С этой точки зрения вертикаль власти, вот она. Вот. Я хотел сказать большое спасибо, потому что для меня и Наталья Геннадьевна, это мой учитель, я еще поучился у нее. Она тогда только из аспирантуры вернулась. В мои студенческие годы, на 4-м курсе моем. И Маргарита Георгиевна для меня учитель, конечно, поэзии. Как-то Маргарита Георгиевна много лет назад написала мне книжку свою «Мы одной крови лирической». Вот, я очень четко ощущаю, что мы с вами со всеми одной крови лирической, конечно. Собственно, это, наверное, главное, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я преждевременно начала разговор о Камбарке, да, он еще был о Грахово, а вот теперь действительно разговор уже пойдет о Камбарке. И я предоставляю слово кандидату филологических наук, поэту, ученице Маргариты Георгиевны Зиминой Ирине Кадочниковой. Ну, я, наверное, сначала скажу несколько слов о Маргарите Георгиевне, но не сказать про книгу Натальи Геннадьевны тоже я не могу, поэтому об этом тоже будет сказано. Но я буду говорить, наверное, о Маргарите Георгиевне, да, как о своем учителе. Дело в том, что первое соприкосновение с поэзией для меня действительно связано именно с именем Маргариты Георгиевны, ну, в том числе и с ее именем. И я помню, я была еще совсем школьницей, и я посещала ее студию, она вела такую студию для школьников, да, где мы, в общем-то, учились понимать стихи, сами пробовали писать стихи, и действительно, может быть, если бы не влияние Маргариты Георгиевны, я, может быть, и не стала заниматься поэзией. Вообще Маргарита Георгиевна живет в Камбарке, город этот очень маленький, там 10 тысяч человек населения, да. Жить и быть поэтом в таком маленьком городе очень сложно.
И надо понимать, что в Камбарке, ну, наверное, культуры, нельзя сказать, что ее нет, но ее мало, это объективный факт, да. И благодаря вот таким людям, как Маргарита Георгиевна, в Камбарке создается какое-то культурное измерение. Такие люди делают город другим, они его меняют, может быть, они сами даже не осознают важности этих изменений, но эти изменения происходят. И вообще до Маргариты Георгиевны в Камбарке, наверное, не было поэтов. По крайней мере, мы о ней говорим всегда как о первом серьезном поэте, да, связанном с нашим городом. И те авторы, которые живут в Камбарке сейчас и которые, может быть, там родились, да, но впоследствии уехали, многие из этих авторов так или иначе ощущают на себе влияние Маргариты Георгиевны как поэта. Я думаю, что об этом могли бы сказать и не только авторы из Камбарки, да, но и поэты, живущие в Ижевске. То есть ее влияние как поэта, да, в нашем регионе, оно ощутимо, оно значимо. Когда мы читаем стихотворения Маргариты Георгиевны, что в них удивляет? Эти стихи на самом деле написаны достаточно простым языком, то есть здесь нет каких-то экспериментов с формой, каких-то там сдвигов лексических, грамматических, да, но эти стихи звучат очень пронзительно. И может быть, когда читаешь их, то понимаешь, что вот это, наверное, и есть настоящая поэзия. Здесь главные темы для Маргариты Георгиевны – это, ну, наверное, самые важные темы, которые да, вот могут быть отрефлексированы, отражены в поэзии, в творчестве, в литературе. Это эпоха, это человек, это время, это формула Родины, это образ того пространства, с которым связана наша жизнь, это судьба. И вот эти стихи, они близки не только людям старшего поколения, может возникнуть такое ощущение, да, у молодежи, что это какая-то поэзия другая, не совсем близкая нам. Но на самом деле эти стихи объединяют поколения, потому что одна из сквозных тем в творчестве Маргариты Георгиевны – это вот как раз рефлексия по поводу 90-х. Да, это эпоха, в которую вошло поколение, пережившее распад Советского Союза, да, из которой, собственно, вышло вот то поколение, к которому я себя отношу. Да, и мы вот в этой точке сходимся. И вот все помнят это стихотворение Самойлова «40-е, роковые», да, у Маргариты Георгиевны тоже есть свои роковые, это 90-е. И вот это один из таких очень важных разворотов в ее творчестве. Кроме того, об этом уже говорили, стихи Маргариты Георгиевны открывают нам формулу Родины. Поэзия, конечно, никого ничему не учит, да, и у поэта нет такой задачи кого-то чему-то научить. Но парадоксальным образом вот эти стихотворения, они могут научить нас любить нашу Родину, наше пространство. Согласитесь, любить его не так просто, да, для этого нужно прикладывать какие-то усилия. И это те стихотворения, которые показывают нам, что вот это пространство, эта провинция, в которой мы живем, это все обладает ценностью. Я прочитаю стихотворение, одно из моих любимых, у Маргариты Георгиевны. «Грачи прилетели. Мартовский снег со следами капели, снова картина, грачи прилетели. Ах, до чего же он все-таки наш, этот саврасовский бедный пейзаж. Серость кругом и сплошное сиротство. Так отчего ж ощущается сродство с этими комьями черной земли, с этой старинной церквушкой вдали? Мы возвращаться сюда не хотели, все же вернулись. Грачи прилетели, русской глубинки привычная грусть. Все-то мы знаем о ней наизусть. В южных краях побогаче природа, только иного мы племени рода. Скоро сквозь тучи пробьются лучи. Март наступил, прилетели грачи». И продолжая Сергея Живина, я хочу сказать, что действительно эти книги лично для меня объединяют то, что они написаны моими учителями. Маргарита Георгиевна была одним из моих учителей и есть. Одним из моих учителей в поэзии, Наталья Геннадьевна один из моих учителей в науке. И книга Натальи Геннадьевны, когда я ее прочитала, она произвела на меня очень сильное впечатление, и она действительно меня удивила. Я не ожидала увидеть Наталью Геннадьевну вот в этом, да, ракурсе. То есть мы же привыкли к вам как ученому, да, и это было неожиданно увидеть вас как автора текста, написанного совсем в другом жанре.
И эта книга очень общечеловеческая, да, и когда я ее читала, мне казалось, что многие вот вещи, они написаны как будто бы про меня, они попадают, да, про меня. И вот это самое главное, наверное, и в текстах Натальи Геннадьевны, и в книге Натальи Геннадьевны, и в стихотворениях Маргариты Георгиевны, и в ее книге «Наблюдатель» — это то, что они попадают в нас, они становятся нашими, и мы узнаем себя в этих произведениях. Спасибо. Мир, запечатленный Маргаритой Зиминой и Натальей Геннадьевной Медведевой. Два небольших фрагмента. Стихотворение в прозе «Бабушка». Вместе с бабушкой ушел в небытие ее язык, говор вятской деревни позапрошлого века. Что на тебе за рамония? Это о нашей короткополой моде века 20-го. Интересно, что бы она сказала о нынешней? Оболокайся теплее, опять на улицу, без оболочки. И в самом деле, куда же мы? На улицу, без оболочки, такие беззащитные. Ребенка надо счувать. Так бабушка формулировала свою суровую воспитательную методу. Теперь я понимаю, что счувать – это мудрое слово. Ребенок должен чуять, чувствовать, что он в этом мире не главный. Его номер 16. Иначе, выражаясь языком современности, он оборзеет окончательно. Бабушка счувала меня все детство. Как и любой ребенок, я ощущала себя центром вселенной и высоко возносилась в своих мечтаниях. Но бабушкина галоша неуклонно возвращала меня на землю, поскольку в доме не было мужчины, отсутствовал и ремень, но галоша с успехом его заменяла. «Где ты шляешься целый уповод?» Уповод – это такой отрезок времени. Он растяжим и не укладывается в научную систему мер. Как бы ты ни хотела вернуться пораньше, уповод уже закончился. Теперь мой муж говорит, что к старости я окончательно оборзела. Но я-то знаю, нет, не окончательно. На дне моей души существуют ценности, вбитые бабушкиной галошей. Бабушка, там, наверху, ты меня слышишь? Я прожила большой уповод. Я догнала тебя. Куда ты на улицу с голым пузом? Кричу я внучке. Давно ли болела? Что за ребенок? И никто его не счувает. Вот, на мой взгляд, совершенно замечательное стихотворение. И, вы знаете, оно опять-таки удивительным образом переплетается с лирической прозой Натальи Геннадьевны. Вот даже выражения одни и те же – это тот мир, который слово удерживает, тот мир, который слово сохраняет. И мне сейчас хотелось бы обратиться к Сарапову, потому что описан он в книге Натальи Геннадьевны совершенно удивительно. До революции улица называлась Владимирской. Дом стоял примерно посередине квартала между пересекающими его улицами Гоголя и Ефима Колчина. А отсюда почти равное расстояние на восток, до Камы, и на запад, до леса. Если пойти налево и затем подняться по Гоголя, бывшей Воскресенской, то дойдешь до Пушкинского сада, заложенного в 1899 году в честь столетнего юбилея поэта, и дальше к старинному зданию бывшей гимназии. Направо пойдешь по Ефима Колчина, бывшей Спасской, попадаешь к детскому парку, а неподалеку и знаменитая теперь, а тогда еще не мечтавшая о реставрации дача Башенина, чудесный образец архитектурного модерна, кажется, как и положено, дача деревянной, а на деле выстроен из камня. Вот судьба Наталью Геннадьевну связала с 3 городами – Ижевском, Сарапулом, Москвой. И вот те очертания городов, которые представлены в книге, они меркнут, растворяются, но слово их все-таки удерживает. Город, которого нет.
Говорил Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Так получилось, что судьбы Натальи Геннадьевны и Маргариты Георгиевны Зиминой отразились в творчестве их учеников. И сейчас я предоставляю слово Светлане Белых, специальному корреспонденту телерадиокомпании «Моя Удмуртия», радио и телеведущей, заслуженному журналисту Удмуртской республики. Светлана исполнит нам песню на стихотворение Маргариты Зиминой. Спасибо. Добрый вечер всем. Я очень рада быть здесь, рада видеть моих уважаемых моих преподавателей. Я спою одно единственное стихотворение, которое близко мне тем, что у всех у нас бывают в жизни периоды, когда приходится преодолевать какие-то трудности, какие-то боли, а лирический герой здесь, это стихотворение о сильном человеке, который, прожив боль, а может быть и проживая эту боль, какую-то трудность, умеет радоваться обыденным каким-то вещам, умеет радоваться жизни, видеть красоту в окружении в своем. Очень волнуюсь, потому что, признаться, я давно не играю на гитаре, поэтому простите мне мою игру. Но я знаю, что это Маргарите Георгиевне очень нравится, как звучит, понравилось, как прозвучало это ее стихотворение в моем исполнении. Когда-то давно. Лужица, солнечный луч отражается. Это весна. Эта жизнь продолжается, это мы вновь со своими печалями к мирному берегу снова причалили. Так потрепалась суденышко утлое, что не осталось ни скарба, ни утвари. Все нажитое потеряно, роздана, роздана. В сердце осталось лишь синие звездные, светлые, как и любовь, мироздание. Да в тайниках наших душ ожидание. Может быть, к лучшему все. Может быть, простите, может быть, к лучшему все переменится, может быть, мука в муку перемелится, может быть, к лучшему все переменится, переживем, перетерпим и справимся. В общее плавание снова отправимся. Еще раз простите, спасибо. Автор стихотворения, посвященного Наталье Геннадьевне, сегодня не смог присутствовать. Это Дарья Маслеева, но она прислала нам свой небольшой ролик. Что было вокруг, и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, гудели нелепо автомобили, а люди бежали куда-то, спешили, лишь мы не спешили. Нам время дарилось, которое надво так просто делилось, а в чайнике быстро вода закипала, а вместо звезды нам гирлянда сияла. Диван превращался в корабль мгновенно, и волны играли, и нежилась пена, и ветер свистел, паруса надувая, и нас уносил в 30-ю даль. Мы были там раньше, всех ласточек ранних, среди потускневших афиш театральных, тетрадок, гордящихся именем Блока в шкафу своего дожидавшихся срока. И вот он настал, светлый час ликования, тетрадок, ракушек, афиш театральных, все ожило в наших руках и запело. Зима за окном долгожданно белела.
Морозное небо над нашим привалом склонялось с привычкой большого над малым склоняться. И мы забывали о прочем, уже в ожидании рождественской ночи. Все срифмовалось, потому что, по сути, мы в этой рождественской ночи сегодня с вами и присутствуем. А я предоставляю сейчас открытый микрофон. У нас его, слава Богу, нет. Поэтому, пожалуйста, если кто-то что-то хочет сказать, он это может сделать. Сегодня так много цветов. Так много родных и близких лиц. Пожалуйста. Я забыла прочитать стихотворение. Ирина забыла прочитать стихотворение, посвященное Маргарите Зиминой. У меня есть стихотворение о Камбарке, и оно такое давнее, но я его писала вот под влиянием творчества Маргариты Георгиевны, и поэтому я считаю, что оно ей посвящено. Привыкаю к тебе, бездорожье камбарской земли, где-то в жаркой Тавриде неспешно идут корабли, и стоит Херсонес, удивляя своей глубиной. Привыкаю к тебе, привыкаю, мой город родной. После длительных странствий опять возвращаюсь сюда, вдоль песчаной дороги пылится трава лебеда, и такая тоска, и никак не поймешь от чего. А в далекой Тавриде в июле прекрасней всего, а в далекой Тавриде не тучи, а горы стоят. И горячий от солнца еще не созрел виноград, но уже алыча наливается соком вином, а у нас тишина, бездорожье, разрушенный дом за окном, а у нас, как всегда, за окном ни единой души. Но куда, Одиссей, ну куда от себя убежишь? И опять возвращаешься, море покинув свое, в тишину, в бездорожье, в такое родное житье. Да, конечно. Здравствуйте всем. Не самая Саида после меня. Когда мне Татьяна Вячеславовна написала в Фейсбуке и попросила прийти, я очень долго, на самом деле, 2 минуты целых думала, почему именно меня с моего потока, а потом поняла, почему. Потому что мне очень сложно закрывать рот. Я, наверное, единственный, да, человек с потока, который, ну, серьезно сложно. Я за это огребаю по жизни, ну, кто со мной близко знаком, тот понимает. Папа говорит, что меня когда-нибудь язык доведет нет не до Киева, а до местной столь отдаленных, к сожалению, но пироги он туда носить не будет. Ладно, речь не об этом. Речь о том, что одно из немногих мест, где у меня рот был все-таки закрыт, это лекция Натальи Геннадьевны. И когда я не готовилась к сегодняшней речи, я попросила своих одногруппников, однокурсников вспомнить какие-то вещи о Наталье Геннадьевне, ее парах, лекциях, о спецкурсе Бродского. Все вспомнили про то, как мы 18 лет дико ржали как кони над словом «археолог», которое было единственное на доске написано зеленым. Я до сих пор это помню. Чем мы ржали? Ну, 18 лет очень смешно, но да, очень было весело. Спустя несколько лекций мы уже не ржали, а с оцепенением просто слушали Овидия на латинском языке, да, и как-то мы уже, мозг начал немножко... Да, нам было 18 лет и там 3 месяца, наверное, но мы как-то повзрослели к тому моменту. Некоторые люди мне сказали: Маш, но такая личность требует каких-то больших и фундаментальных воспоминаний, раз уж ты от нас, от всех, от такого золотого потока выступаешь. И никто ничего сказать не смог. Все начали вспоминать какие-то личные вещи, личные, я не знаю, такие очень интимные воспоминания. И мне сказали: Маш, пожалуйста, только не рассказывай там при всех людях, потому что это должно остаться между мной и Натальей Геннадьевной. И около 30 человек я просила по-честному. Это вся моя подготовка была. Вот. И они сказали... В общем, я, наверное, подытожу, что очень много теплоты. Кое-кто сказал спасибо Наталье Геннадьевне, что ставила мозги на место. Это, наверное, было между археологом и Овидием как раз. Вот. И очень много слов благодарности. И от нашего потока
Мы специально съездили в Канаду и привезли канадскую ельницу. Обещали, что я могу поставить сюда, чтобы у всех было новогоднее настроение. Наверное. Вот. Я надеюсь, там едва, это не очень дорого, наверное. Но, в общем, я хочу сказать от всего потока большое спасибо. У меня с вами тоже очень большая личная история. Она началась в 11 классе, когда вы меня готовили к поступлению в МГУ. И слава богу, что я туда не поступила, на самом деле. Правда? Да, и Марине Георгиевне тоже отдельное спасибо. Просто, нет, серьезно. Это лучшее было, все, что со мной произошло в МГУ, осталось, слава богу, там, потому что на самом деле все должно было случиться так, как случилось. Вот. Очень много личных воспоминаний, говорить я тоже здесь не буду. Я хочу сказать большое вам спасибо от меня и от всех от нас. Спасибо, Мария. Да, Алексей. Алексей Дубовцев, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы, гимназия номер 14. Я не готовился, я просто пришел в себя и пришел сюда, потому что мне приятно находиться в одном пространстве с Натальей Геннадьевной. Вот сидел тоже, вспоминал разные вещи. Я вспоминал, например, как однажды на паре по ведению литературоведения Женя Мишахин решил пошутить. Наталья Геннадьевна заходит в аудиторию и говорит: сегодня мы будем работать по группам. Как бы вас разделить? И Женя: мальчики и девочки. Спасибо большое. Аудитория филфака, ибо действительно сидели вдвоем, что-то анализировали. По-моему, это был рассказ Зайцева, но, видимо, у меня в этот день было вдохновение. И я помню, что в конце этой пары Наталья Геннадьевна мне аплодировала, и эти аплодисменты мне вот, в каком-то вот высшем смысле, они мне дороже, чем диплом кандидата наук, потому что, когда я получил диплом кандидата наук, я очень долго смеялся за дверьми отдела аспирантуры, из-за того, что мне расписывали очень долго качество переплета этой бумажки. А вот эти аплодисменты, они греют душу и напоминают, зачем я выбрал филфак, зачем я все еще в этой профессии. Ну и я тоже помню, это я на другом курсе, но я тоже помню имя археолог, прозвучавшее на паре литературы. И я помню смешок, который пронесся по аудитории. Я помню, как Наталья Геннадьевна сказала: странно, обычно над именем Пиндер смеются. Почему я вспоминаю Пиндера? Потому что на методичке по античной литературе был эпиграф: что сказано хорошо, то звучит не умирая. И вот очень верится в то, что сказано сегодня всеми нами, оно не умрет, потому что сказано то хорошо, что сказано с любовью. Спасибо. Татьяна Ивановна Зайцева, заведующая кафедрой удмуртской литературы. Я тоже не готовила. Здравствуйте. Никто не готовил. Ну, ваша лекция, вот такой доклад, прям филологу. Вот когда Елена Алексеевна говорила, она, выделяя вот в это, говоря о книге, об особенностях книги, в числе составляющих выделила, тенила любовь, слово и текст лекции. Свет. Любовь, свет и слово. Вот ваше слово, ваши лекции. Вот до этого тут выступала ваша ученица и сказала, что мы замолкали на этих лекциях. Мы с национального отделения, с русского отделения, с удмуртского отделения, а вы преподавали у нас зарубежную литературу. Это сложнейшая дисциплина. И вот я даже помню, как это вот все в себя войдет, как это. Здесь, вот я даже себя сейчас вот тоже вспоминала, уходила в то время, я даже записывать забывала, потому что вот это слово обвораживало, интеллектуальное, насыщенное, глубокое. И все это просто и доступно для нас, сельских детей, тем более другой национальности. И вот перед тем, как сюда прийти, я уже подходила, вы несколько лет, к сожалению, уже не ведете, но вот первая наша магистратура – это ваша. И до сих пор в устах подходила к девочкам, говоря: ну что, кого выделяете? Конечно, ваше имя, ваша фамилия. И точно так же, мы, говорит, даже лекции записывать забывали, потому что такое насыщенное, интеллектуальное, мощное слово,
компаративистика, сравнительное литературоведение. Огромный запас, примеры, и это все так просто, доступно в нас, вот вошло, вложилось, и мы до сих пор с этим идем. Так что спасибо вам большое о вашем лице вообще всей русской филологии. Кандидат филологических наук, преподаватель лингвистической кафедры Саида Радиковна. Спасибо, Татьяна Вячеславовна. Я немножко готовилась, но я готовилась сказать эти слова Наталье Геннадьевне лично. Но это никакой не секрет. Немножко я перестрою свою вот эту подготовленную речь. Сегодня очень много говорили о том, как мы склонны идеализировать прошлое. Правда, это было далекое прошлое. Ну, это может быть далекое прошлое, недалекое прошлое. Дело в том, что я сейчас работаю все в тех же стенах университетов, в которых я училась. Я из них просто не выходила. И когда эта дистанция между вот с моей студенческой жизнью и сейчас, моей жизнью профессиональной стала достаточно эпической, чтобы начать идеализировать прошлое, я и просто не заметила. Психологические образы инертны, и сейчас я понимаю, что это совсем другое пространство, и живет оно немного по иным законам, и я идеализирую то, что было. С Натальей Геннадьевной связано мое поступление. Когда я еще была школьницей, я пришла и поучаствовала в конференции школьников «Лишь слово жизнь дана». И тогда в жюри сидела Наталья Геннадьевна, Татьяна Вячеславовна, еще Юлия Николаевна Серго. И я не знаю, наверное, в этом нет ничего нескромного, но такой веры в себя я никогда не чувствовала ни от кого. Причем мне казалось, что абсолютно ни за что. Тогда мне посчастливилось занять место и поступить на филологический факультет. И Наталья Геннадьевна вела у нас несколько дисциплин. Мы были счастливым очень курсом. И античную литературу, и введение в литературоведение. Продолжать не буду, но продолжать можно. И мы продолжали всем курсом. Я абсолютно точно знаю, что и Вася Шигарев, ученик Натальи Геннадьевны, со мной согласен, потому что мы обсуждали это не раз и не только он, что мы чувствовали такую какую-то безоговорочную веру в себя. И нам казалось, что мы этого не заслуживали, но то, что нам казалось, было совсем не важно, потому что это было огромным стимулом к тому, чтобы развиваться. Если в тебя так верят, то у тебя просто нет другого выбора. И сейчас я тоже очень сильно волнуюсь, и я помню, как однажды мы разбирали стихотворение Бунина. Это был анализ, тогда еще баллов не было, но зачем баллы, если есть авторитет преподавателя, который гораздо серьезнее мотивирует. И там была такая строчка, что на окне серебряном от иния за ночь хризантемы расцвели. И мне казалось, что я сейчас копну глубоко вот так, что меня Наталья Геннадьевна оценит. И в итоге, когда я получила свой анализ, я увидела там, проверенный Натальей Геннадьевной, я увидела там только одну помету. Саида, какие хризантемы зимой? Это метафора. Как мне стало стыдно, боже. В общем, и до сих пор я всегда вспоминаю Наталью Геннадьевну, и Наталья Геннадьевна, вы для меня до сих пор вот тот образец той идиллической картины. Мне правда она казалась идеальной уже тогда, как мне кажется, и сейчас. И вот это все живет, вот я чувствую, когда сейчас выхожу к студентам, что это все живет во мне. И даже не важно, что я говорю, я имею в виду, о чем я говорю. Это может быть словообразование или диалектология, или что-то другое. Я вспоминаю прежде всего, кстати, те важные слова, которые вы мне сказали после моей защиты кандидатской диссертации. Для меня никогда не было четкого разделения между лингвистикой и литературоведением. Филолог, он един в своих ипостасях, это взгляд на мир. И хотелось бы также верить, что это такая высокая планка, которую ты ставишь себе. И, в общем, вы для меня вот прямо образец настоящий, как та Татьяна для Пушкина. Наталья Геннадьевна звучит очень все пафосно. Но я не знаю, какие слова подобрать, чтобы это звучало не так пафосно. Как лингвист я могу сказать, что средства выражения могут быть бесконечно разными. Главная мысль, мне очень хочется верить, что мысль свою я до вас донесла. И также хочу к своим словам присоединить вот слова, это даже не слова, слов тут нет, просто любовь, признательность Лилии Фатовны. Она сейчас на занятиях с олимпиадниками, и эти цветы, они от нас с ней вдвоем. Лилия Фатовна Никильна, заведующая кафедрой русского языка, на которой мы с Мариной Георгиевной работаем сейчас. Я сейчас распакую, постараюсь. Наталья Геннадьевна, еще
я пришла в этот, в общем, магазин. Хотя, конечно, не канадская день, был ближе, да? Вот. Но я его очень люблю, там было такое разнообразие цветов, я чуть не опоздала и старалась подобрать что-то такое, чтобы у меня ассоциировалось вот с вашим образом. Я не знаю, сколько у меня получилось, надеюсь, они в порядке. Виталия Геннадьевна, это считаешь результат творчества тоже? Зимой-то цветут все, да? Спасибо. Я очень рада встрече. И спасибо большое. Извините, я много говорила, но я могла бы еще, но я лучше сяду. Спасибо большое всем. Да. Я тоже хочу ввести свою плюшку, как Виктор Иванович сказал, мою свою мелочь, которая связана с библиотекой, именно с библиотекой. Стала из мрака молодая, с перстами пурпурными Эос. Это все, что я, к сожалению, помню из античной литературы, зато очень хорошо помню, потому что то морозное утро январское, оно было вот с такой яркой зарей, и только, значит, солнышко встало, мы все побежали сдавать античную литературу. Это был наш первый экзамен, мы были такие же дураки, нам было 16-17 лет. Будущий министр печати и информации и будущий директор школы номер 100 повесили на аудитории табличку «Оставь надежду сюда входящий». Подошла Наталья Геннадьевна, сказала: это не для нас. Правильно. Но библиотечная история, она немножко раньше происходила, поскольку мы готовились к экзамену как раз в этой библиотеке, в старом читальном зале, где плохо топили. Мы выбирали местечко как раз у стены, где в 3 ряда были батареи, была очень-очень холодная зима. Мы сидели в валенках, начитывали тексты к экзаменам. И когда нам надоедало, мы придумали такую игру «Дураки», 17 лет. Только что вышла комедия «С легким паром», которая станет символом любого Нового года. Ну, год уже был это. Значит, мы сидели, перед нами книжка «Ипполит». Я бросаю книжку, говорю: подними Ипполита. Вот такие вот мелкие наши покости и наш отдых. Мне вот почему-то запомнились это напрочь. Есть ли в этом смысл? Нет, но мне кажется, вот эта вот маленькая деталь, она соединит немножко время, память, а может быть даже и маленький смысл. Думаю, для нас были первой институтской премудростью, которую, в общем-то, благодаря вам мы немножко преодолели. Спасибо вам. Я думаю, что пришедшие обязательно скажут еще какие-то слова. И Наталье Геннадьевне вы подойдете, но среди нас дочка Маргариты Георгиевны Зиминой, которая тоже окончила наш университет. Аня, у вас фамилия сейчас? Штенберг. Понятно. Анна Штенберг, пожалуйста. Поскольку я училась уже, будучи семейным человеком, а я студенческая жизнь не была столь веселой, и вы немного меня учили, но я вас всех очень хорошо помню, Елену Алексеевну, Наталью Геннадьевну. Я всех вас помню, и мне очень нравились ваши лекции. Для меня образец не только интеллигентности, не только людей, влюбленных в литературу, но и предельно честных, ответственно делающих свое дело. Безусловно, вы вложили во всех нас, у вас учился очень много. Спасибо вам большое. Поскольку я представляю маму, она не может приехать, она не ожидала, я так думаю, что вот оно сегодня будет так, потому что ее книга, оказывается, нашла очень много настоящих читателей. Я думаю, она будет очень удивлена и очень рада этому обстоятельству, потому что она просила передать, если кто-то заинтересуется, и филфаку книжки, подарок. И я, наверное, немножко скажу о себе как о читателе мамы, потому что мы видим этот процесс изнутри. Я, конечно, не литературовед, в том смысле, вот после вас уже там даже страшно говорить о книге,
Но я вижу этот процесс изнутри и скажу, чем для меня мамин труд ценен очень. Я не согласна, поспорю с Ириной, что любви можно научить. Мама человек уникальный именно тем, что она влюблена. Вот фотоформула, формула Родины, время, пространство, любовь – это ее суть. Потому что она этим живет, она этим дышит. Это то, чему научить нельзя. И книга рождалась именно от любви. Вот, даже родственники не захотели почитать все эти архивы, а мама читала на наших глазах, и она ежедневно, мы с ней общались по телефону, и она всем своим знакомым, нам, она рассказывала про все эти страницы. Она их любила, она им удивлялась. Она вот это все пыталась осмыслить. И для меня это уникально, потому что она любит свою малую родину. Она любит всех людей. Она чувствует вот эту вот смертную жгучую связь, которой научить никак нельзя. И мы сначала эту книгу читали, вот она рождалась при мне, читали, поскольку мы набирали эту книгу, и, естественно, процесс такой, ну, рабочий, да, в какой-то степени, обсуждали это все. И потом, когда верстка была, это очень много проверки, вот такой кропотливый труд, когда уже, ну, немножко не так на это смотришь, а смотришь как на текст. Вот. А вчера я взяла эту книжку перелистать и почитала уже как-то, ну, другими глазами на это посмотрела, она снова мне понравилась. Даже еще больше, чем раньше, потому что мама предельно честный человек. И все, что она делает, оно открывает вот такую неприкрытую наготу, о которой немногие могут сказать. И это вот то прошлое наше, из которого вырастает наше сумрачное настоящее. И я многое понимаю через ее книги, литературу, жизнь нашу, осмысляя, ну, она помогает мне понять, что происходит сегодня, потому что она видит, что было вчера, и это очень ценно для меня. Вот, поэтому я люблю эту книгу, равно как и свою маму. Да. И она в этом смысле человек, любовь – это талант. И вот она этим обладает не только как литератор, а как человек, который умеет любить. Цветы Маргарите Георгиевне через вас. Спасибо. Спасибо. Как говорил Бродский, ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. И завершить сегодняшний вечер я хочу стихотворением Маргариты Зиминой. Куда-то делось летнее тепло, на плечи давит зимняя усталость, и все, что было дорого, ушло. Исчезло все, а музыка осталась. Давно вблизи не вижу милых глаз, с друзьями и любимыми рассталась, и осень вновь оплакивает нас. Все миновало, музыка осталась. Да, наши годы кем-то сочтены, о чем мечтали, часто не сбывалось. Но музыка продляет наши сны, все кончилось, а музыка осталась. Стучится дождь в оконное стекло, но лето нам однажды даровалось. И не грусти, что прошлое прошло, исчезло все, а музыка осталась. Я благодарю.